الحمد لله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهداة سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجى بجماله عظمت جميع خصاله صلوا عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله إذا أمدتمونا. Если вы немного добавите света, то мы выступим в лучшем виде. Не хватает света на кафедре. Если вы добавите немного света, то мы сможем прочесть то, что написали. Не секрет, что Ахлю Сунна валь Джамаа подвергают злостным нападкам. На уровне фикха создали так называемое явление безмазхабности с целью разрушения исламского фикха. Потому что шафииты, и ханафиты, и маликиты, и хамбалиты объединили уммы вокруг самых узких кругов разногласий. Если же мы разрушим необходимость следования мазхабам, у каждого мусульманина появится свой мазхаб. В таком случае количество мазхабов будет равняться количеству мусульман. Ответственность за войну на уровне фикха берут на себя безмазхабники. Также и на уровне акиды. Акида Ахлю Сунна из числа ашаритов и матуридитов. Они создали для нас так называемых салафитов и начали убеждать нас, что это мазхаб, который называется мазхабом салафов, и есть тот мазхаб тех праведных салафов. Мы же разделяем между праведными салафитами и салафитами-хашавитами. И поэтому я не называю их салафитами, а называю их хашавитами. Почему же? Потому что праведные салафы называли их хашавитами. Наш господин Хасан аль-Басри называл их хашавитами. Почему? Потому что они живут на обочине жизни, на краю собраний, на обочине уммы. Умма вступает в битвы ради развития, а они вступают в другие войны, обвиняя людей в неверии, нововведении и заблуждении. Война против акида ашаритов, война против фикха Ахлю Сунны, а далее война против тасаввуфа Ахлю Сунны. Так как наш сегодняшний форум посвящен тасаввуфу, я остановлюсь на нескольких моментах, чтобы люди знали, каковы признаки этой войны. Я же не буду опровергать этих салафитов, хашавитов через книги Ахлю Сунны. Нет, я отвечу им из их же книг. Во-первых, первое обвинение, в котором обвиняется тасаввуф, в том, что они обвиняют тасаввуф вахдат аль-вуджуд, единство бытия. А потом утверждают, что Аллах на небе. Суфиев обвиняют в утверждении вахдат аль-вуджуд. А единство бытия имеет множество смыслов. У него есть правильный смысл, а именно, что все это бытие исходит от единого. Небо исходит от единого, земля исходит от единого, все творение исходит от единого. А это и есть правильный смысл. Но у него есть ложный смысл, а именно слияние Аллаха с его творениями. Именно такими являются убеждения христиан относительно Троицы. Христиане убеждены, что Иса сын Аллаха. Салафиты обвиняют суфиев. Ибн Араби утверждает, что они верят в вахдат аль-вуджуд. Однако они сами в своих убеждениях верят в то, что Аллах занимает место на небе. Аллах, по мнению салафитов, находится на небе, а небо одно из его творений. А как же Творец занимает место в своем творении? Кто же верит в вахдат аль-вуджуд, единство бытия? Кто же убежден, что Аллах занимает место в своем творении? Тот, кто утверждает, что Аллах на небе, или тот, кто очищает Аллаха от места и говорит, что не ограничен местом Творец этого места? Кто же убежден в слиянии Аллаха с творением? Тот, кто говорит, что Аллах был и не было места, и Он таков, каким был, Он знает то, что было, и что будет, и что не было, и что если было бы, то каким бы было. Что касается того, кто убежден, что Аллах на небе, так Ибн Араби в своем сборнике говорит: вы послушайте эти красивые строчки и потом решайте своим разумом, говорит ли этот человек о единстве бытия или он не имеет к этому отношения. Он говорит: ты оставь то, что говорят некоторые из людей, что он с единым Господом соединился. Единство невозможно, и говорит о нем только который оставил свой разум и убежал от своего шариата и хакиката. И ты поклоняйся своему Господу и не предавай ему в сотоварищи никого.
الاتحاد محال لا يقول به إلا جهول عن عقله شردا وعن شريعته وعن عقيدته فاعبد إلهك لا تشرك به أحدا. Этот человек говорит такое, когда салафитская акида учит людей тому, что Аллах в действительности своей сущностью находится на небе, подобно существованию звезд, луны, а потом наш Господь спускается в конце ночи, и по их мнению Он спускается своей сущностью с верхнего места на нижнее. Ведь нашего имама Малика спросили, ты можешь найти в книге Ибн Абдуль-Бара ат-Тамхин, где он приводит версию с достоверным иснадом. Малика спросили о смысле спускания, и он ответил, спускается его повеление. Имам Салафов Ибн Малик говорит, что спускается его повеление. А хашавиты, которые утверждают, что они салафиты, говорят, что он спускается своей сущностью, подобно тому, как ты спускаешься с дерева с верхнего этажа или кафедры. Итак, они обвинили суфиев в единстве бытия и потом уверовали, что Аллах существует в своем творении, а именно на небе. Второе обвинение. Они обвинили суфиев в спасении фараона. Мы много раз прочитали в книгах псевдосалафитов, хашавитов слова о спасении Фирауна, которые они относят к суфиям. Они хотят опорочить и распространить среди простых людей ненависть к суфиям. Что же они сделали? Послушайте, уважаемые, я захватил с собой источники. Посмотрите, они составили книги о конечности ада. Они утверждают, что ад имеет конец и что все, кто находится в нем, войдет в рай. И Муса встретится с фараоном. Вот эта книга, это слова Албани, он говорит. И не только это, а еще обитатели ада потом войдут в рай, по которым текут реки. Они же обвиняют суфиев в спасении Фирауна, а потом сами утверждают, что каждый, кто находится в аду, спасется и войдет в рай, и не останется ада. Фараон встретится с посланником Аллаха, и встретится Абу Джахль с посланником Аллаха, и встретится Муса с теми, кто не уверовал в Аллаха. Это их слова. Тем, кто хочет подтверждения, говорю, вот эта книга издана в салафитском издательстве под названием Автор отвечает тем, кто утверждает из числа хашивитов, что ад не вечен, и его обитатели войдут в рай. Другое обвинение. Они обвинили суфиев в чрезмерности в отношении посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Нет никакой чрезмерности в отношении посланника Аллаха. Оставь то, что утверждали христиане о своем пророке, и восхваляй его чем хочешь, и спорь с теми, кто спорит с тобой. Иными словами, ты не будь убежденным в том, что он Господь, и восхваляй его сколько хочешь. Как может человек проявить чрезмерность в отношении посланника Аллаха после того, как его Господь сказал: «Поистине ты великого нрава»? Как может человек проявить чрезмерность? Давайте прочтем, чтобы доказать то, о чем я говорю. Слушайте внимательно. Они считают имама Аль-Бусайри кафиром, потому что он сказал: «О самый благородный из творений, кому же прибегнуть мне от страха судного дня, кроме как к тебе?» Хотя у этого стиха есть основа в сунне. Ведь известно, что Сахих Муслим, да и в других сборниках говорится, что люди в судный день прибегут к Адаму, который скажет: «Я не могу и извиниться». Потом они прибегут ко всем пророкам, но когда они придут к посланнику Аллаха, то он скажет: «Я для него, я для него». И он совершит земной поклон под аршем, и откроются врата шафаата. Они считают его кафиром. Почему? Послушайте хорошо. Потому что он сказал: «Поистине дунья и ахират, этот и другой мир, являются твоей щедростью, а из знаний твоих являются знания хранимой скрижали и пера». В данном случае предлог «из» указывает на часть целого. Иными словами, некая часть знаний посланника Аллаха является та часть, которую Аллах раскрыл ему в ночь Вознесения. Они же считают его кафиром, потому что он сказал, что у пророка есть знания, которые Аллах ему раскрыл. В чем же подвох, уважаемые? Посмотрите, вот в чем подвох. Я покажу вам людей, обвиняющих имама Аль-Бусайри в куфре из-за того, что он сказал посланнику Аллаха: «А из знаний твоих являются знания скрижали и пера». Они считают его кафиром.
Далее посмотрите, как они восхвалили Ибн Таймия. Эта книга, принадлежащий Ибн Абд аль-Хади, а он его ученик. Книга издана Аль-Факи, а он основоположник джамаата Ансар ас-Сунна в Египте. Как же он хвалит Ибн Таймия? Послушайте, он говорит про Ибн Таймия, что он самый знающий из творений с тех пор, как создал Аллах творение и до сего дня. Так он говорит. Я прочту вам стих, а вы послушайте. Он говорит, обращаясь к Ибн Таймия: «О тот, кто охватил знания людей, упущенные людьми первых поколений до сего дня». Эта книга имеется у нас. Не я ее издал, ее издали салафиты в Египте и распространили в исламском мире. Он обращается к Ибн Таймии и говорит: «О тот, кто охватил знания людей, упущенные людьми первых поколений до сего дня». То есть, со времен сотворения Аллахом творений людей не было ученого более знающего, чем Ибн Таймия. Я спрашиваю, вы обвиняете в куфре имама Бусайри, потому что он сказал про посланника Аллаха, а из твоих знаний являются знания хранимой скрижали и пера? Учитывая, что предлог «из» указывает на часть знаний, вы же потом утверждаете, что Ибн Таймия самый знающий из людей со времен сотворения Аллахом людей. Послушайте, что он говорит далее. Если ты пострадаешь от коварства людей и судьба окажет им почет, то в этом есть предательство. Я же клянусь, исповедуя ислам и являясь верующим, что не встречал до тебя человека, которому радовался бы я. Этот человек не встречал никого, кем бы обрадовался до Ибн Таймии. Ими не были ни посланник Аллаха, ни Абу Бакр Сиддик, ни Умар, ни Али, ни Усман, ни Адам, ни Ибрахим. Он говорит: «Я же клянусь, исповедую ислам и являясь верующим, что не встречал до тебя человека, которому радовался бы я». Эта книга также имеется, она и в библиотеках есть. Я удивлен, почему официальные структуры не запрещают подобного рода книги. Это книги, которые вводят в заблуждение молодежь, учат их вешать ярлыки куфра и бид'a и заблуждения. Другой вопрос. Они обвинили суфиев в чрезмерности любви к посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. И таким образом они впали в нововведение, приводящее к черствости, а потом еще и к чрезмерности в любви к Ибн Таймия. Послушайте внимательно, вот эта книга. Мадаридж ас-Саликин. Мне продолжать или нет? Сядьте, пожалуйста. Это те, которые порицают слова восхваления пророка, сказанные Бусири, а из знаний твоих являются знания хранимой скрижали и пера. Теперь послушайте, что говорит Ибн Каим в книге Мадаридж ас-Саликин. Книга имеется тут, не я ее составил и не я ее распространяю среди мусульман. Он говорит об Ибн Таймии. Я свидетель проницательности Ибн Таймия. Я видел много удивительных вещей, а то, что не увидел, еще больше и больше. Посмотрите, что рассказал им Ибн Таймия до того, как это случится. Он знает сокровенное. Что же такого сказал им Ибн Таймия? Он говорит, что он рассказал. Слушайте внимательно. Он рассказал своим сподвижникам, что татаро-монголы войдут в Шам в 699 году. То есть, он четко определил год, в котором татары войдут в Шам. Также, что армия мусульман будет разбита и что не будет в Дамаске повсеместного убийства и пленения. Что армия нанесет урон имуществу. Далее он говорит. И это он говорил до того, как татары надумали напасть. Далее он рассказал людям и правителям, что в 702 году. Он здесь сообщает о битвах, которые еще не случились. Когда татары двинутся в сторону Шама, будут разбиты, и что мусульмане победят, и он поклялся об этом более 70 раз. Тогда ему говорили: скажи иншаллах.
а он говорил «Инша Аллах» с уверенностью, что это произойдет, а не связывая свои слова с волей Аллаха. Этот человек утверждает, что их шейх знает сокровенное и знает, что татары-монголы войдут в исламскую страну, и что они победят, и что они будут разбиты в некоторых битвах, и ему говорят «Скажи иншаллах», а он отвечает «Я говорю иншаллах» с уверенностью, что это произойдет, а не связывая свои слова с волей Аллаха. Я слышал так же, как он говорил, когда они настаивали вопросами, я им ответил «Не настаивайте, Всевышний Аллах написал в хранимой скрижали». Уважаемый, разве можно кому-то утверждать, что он знает сокровенное, и потом говорить, что Аллах написал это в хранимой скрижали? Он что, непогрешимый? Что, Аллах не послал к нему откровение? Что, есть еще откровение после посланника Аллаха? Он же говорит, Всевышний Аллах написал в хранимой скрижали, что они будут разбиты в этот раз, и победа будет за войском мусульман. Он же добавляет, «Я дал вкусить некоторым правителям и воинам сладость победы до того, как они выступили». Как мы назовем такое? Они отрицают то, что Аллах может открыть некую часть своего сокровенного, но они не отрицают, что свои шейхи утверждают знание сокровенного. Далее я вам расскажу еще один момент. Те, кто утверждает, что суфии говорят об отказе от таклифа. Суфиев обвиняют хашавиты, что они отрицают обязанности таклиф. То есть они не молятся, не постятся, не выплачивают закат, не совершают хадж, хотя ахлю тассавуф более чем кто-либо другой придерживается сунны. Но эти обвиняют их в отказе от обязанностей. Я прочту вам текст, как же они называют обязанности. Вы знаете, что салафиты называют молитву, закат, хадж и пост подлыми низкими обязанностями? Аузу биллях. Я сейчас прочту вам это. Вот она, книга. Мадариджус Саликин, страница 313. Что же говорит Ибн Каим, комментируя слова шейха Харави? Посмотри, прочти со мной, чтобы потом меня не обвиняли в том, что я придумал эти слова. Ведь есть же слово низость, подлость. Послушайте, что же Ибн Каим говорит. Ой, если бы шейх выразил это другими словами. Клянусь Аллахом, что они хуже, чем колючка в глазу и кость в горле. Обязанности далеки от такого описания и от того, что подлость может поразить их. Наоборот, они услада моих очей и радость сердца и жизнь моей души. Далее он говорит, да, если бы он сказал, что они кроют в себе трудности, может быть, это было бы достойнее. Далее смотрите на двойные стандарты. Он говорит, если бы не его статус в вере и познании Аллаха и в выполнении повелений Аллаха, мы бы подумали о нем плохо. И все. Это и есть двойные стандарты. Что бы они говорили, если бы такое сказал Ибн Араби? Если бы сказал Джунайд? Если бы сказал Малик Аш-Шафии? Клянусь Аллахом, они обвинили бы его в неверии и вывели бы его из всех общин, а не только из одной. Что будет, если такое скажет Аль-Газали? Если скажет Сари Ас-Сакати, если скажет Ибрахим ибн Адхам, если скажут все наши ученые, если скажет Кади Ияз, если бы не его статус в вере и познании Аллаха и в выполнении повелений Аллаха, мы бы подумали о нем плохо. И все. Человек говорит, что исламские обязанности являются низкими, а эти ищут основания этим его словам и делают та'виль этим словам, отнеся их к благим мотивам. Затем заявляет, что если бы не его статус в вере, мы бы подумали о нем плохо. Нельзя даже думать плохо об этих людях. Но мы им говорим, почему вы обо всех ученых не думаете хорошо? Подобно тому, как вы подумали хорошо о том, кто обвинил обязанности в низости. Но думайте также хорошо и о других. Аллах избавил мусульман от тяжести боя. Отнесите слова суфиям к благим мотивам, подобно тому, как вы отнесли слова того, кто утверждает, что обязанности являются низкими. Отнесите слова суфиев к благим мотивам. Почему, как только суфий произносит одну фразу, тут же находится салафит, который обвиняет его в куфре или нововведении и заблуждении? Хотя его словам можно найти основу в шариате. Можно найти правильный та'виль, можно найти красивый смысл. Меня спросил шейхуль ислам шейх Баль-Кабир, а он один из выдающихся ученых тасауфа, фикха и акиды в Алжире. Он ушел из жизни.
В первый раз, когда я его увидел, он спросил меня, решив научить меня думать хорошо о других: «О, сынок, что ты скажешь человеку, который сказал своей супруге «антирабби»?» Я удивился и не нашел ответа. Фраза «антирабби» может быть понята как «ты мой Господь», а также «ты воспитывай их». Он пояснил мне, что тот праведный человек, потому что человек сказал своей жене, что у них есть дети, и он содержит их, а ты воспитывай. Это красивые слова. Я же удивился, когда он спросил меня об этом, подумав о первом значении. Поэтому он сказал мне: когда разговариваешь с учеными, то береги свой язык, а когда садишься с авлия, то береги свое сердце. Я же промолчал, но он разъяснил мне, что тот праведный человек. Как может быть человек праведным, когда он говорит своей жене, что она его Господь? Но он поправил, что у него есть дети, и что он сказал ей, что будет работать и содержать их, а ты воспитывай их. Это красивый пример. Если кто-то скажет такое, то найдется хашавит, который будет такфирить его, хотя тот на истине. Эти люди, которые говорили, что обязанности являются низкими, нашли того, кто отнес их слова к благим мотивам. Уважаемые братья, я сейчас прочту вам один из караматов хашавитов. Вы удивляетесь, как могут быть у хашавитов караматы? Я хочу, чтобы вы напомнили мне стихи, которые прочел имам Рифаи, когда посетил могилу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам. Прочти, пожалуйста. Находясь вдали, я отправлял свою душу целовать землю вместо меня. И вот теперь пришло тело подобно признаку, так протяни свою руку, чтобы мои губы имели честь поцеловать ее. Протяни свою правую руку, чтобы мои губы имели честь поцеловать ее. Историки говорят, что пророк, саллаллаху алейхи вассалам, протянул руку, и он поцеловал ее в присутствии паломников, которые смотрели. Это карамат. Можно верить, можно и не верить в него. Караматы авлия известны, и отбросьте слова отрицающих. Но такой карамат должен быть подтвержден достоверным санадом. Тому, кто отрицает этот карамат, мы не говорим ничего. Но заметьте, все, абсолютно все салафиты едины в том, что это порицается, отрицается, что это бид'а. И как может посланник Аллаха протянуть свою руку? Как может посланник Аллаха высунуть свою руку из могилы? И как может человек целовать эту руку посланника Аллаха? Они говорят, это бид'а. Я сейчас вам прочту, что они говорят про своих шейхов. Слушайте внимательно. Ибн Манда, один из крупных шейхов хашавитов, посмотрите, что упоминается о его караматах. Слушайте внимательно. Слушайте внимательно, те, кто отрицал целование имамом Ахмадом ар-Рифаи руки посланника Аллаха. Мне рассказали, что Джафар аль-Хамазани, предводитель паломников Хорасана, сказал: я спросил некоторых служителей могилы посланника Аллаха, которым было 100, а то и 120 лет. Я спросил его: ты видел какие-нибудь чудеса посланника Аллаха? Он сказал: да. Однажды я видел человека в белой одежде, который вошел в мечеть в обеденное время, и раскололась стена могилы, и вошел тот человек. Раскололась стена могилы посланника Аллаха, и всем телом человек вошел в нее. У него в руке были чернила и бумага и перо. Он остался там определенное время. То есть внутри могилы посланника Аллаха. Потом она раскололась, и он вышел. Я же последовал за ним и спросил: ради Аллаха, скажи мне, кто ты такой? Он ответил: я Абу Абдуллах ибн Манда. Один хадис был неясным для меня, и я пришел, спросил посланника Аллаха, и он ответил мне. Уважаемые люди, человек, который восхвалил своего деда, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалам, который протянул свою руку, и он поцеловал ее, это отрицают, но потом утверждают, что Ибн Манда идет к могиле посланника Аллаха, и раскалывается благородная могила, и Ибн Манда всем телом заходит туда, и закрывается могила, и он исправляет там хадисы, и потом выходит из могилы.
Затем его спрашивают, и он говорит: «Я пришел к посланнику Аллаха исправить некоторые хадисы». То есть, протягивание одной лишь руки порицается, а вход Ибн Манда в могилу всем телом является караматом. Это они говорят своим последователям. Наши караматы бид'а, а их бид'а караматы. Они также обвиняют суфиев в шарлатанстве и странствиях. Они обвиняют суфиев в этом и хотят показать тасаввуф в лице людей, которые играют на бубне, любят еду. Они хотят представить суфиев таковыми. Они обвинили суфиев в шарлатанстве, странствиях и суевериях. Они же говорят еще более странные вещи. Один из крупных их ученых издает фетву, не буду называть его имя, о том, что Земля не вращается. А тот, кто убежден, что Земля вращается, должен быть убит, а его имущество отдано мусульманам. У меня есть данная фетва, а тот, кто хочет удостовериться в этом, пусть обратится к моей книге, в которой есть неопровержимые доказательства. Один из них издал фетву. Вы посмотрите, как они дурачат людей. Посмотрите, как они принимают людей за дураков. Вы прочитали о причинах землетрясений? Если среди нас будет какой-нибудь астроном, пускай что-нибудь сделает, чтобы не упасть на землю. Они издали книгу. Автор Махмуд Имам Ибн Мансур Абу Муаз. Эта книга рассказывает о причинах землетрясений. Послушайте одну из причин землетрясений. Эту книгу мы не прочитали в университетах. Астрономы и геологи скрывали эту информацию. Он говорит, что одна из причин землетрясений — джамаат да'ва и таблига. Это джамаат, который очень широко распространен во всех странах. Он был причиной больших бед, смуты и землетрясений. Представьте, что ребенок растет с этими убеждениями, что этот джамаат является причиной землетрясений. Потом случится землетрясение в городе, и погибает его мать или отец. Что он сделает? Он убьет того, потому что он думает, что тот виновен в землетрясении. Уважаемые суфии, подумайте, если джамаат да'ва и таблиг является причиной землетрясений, то вы причина чего? Возможно, вы причина всех катастроф. Может быть, вы причина вулканов? Посмотрите, как дурачат умы людей. Я это называю одурачивание умов людей. Это и есть превращение людей в дураков. Говорят, что этот джамаат является причиной землетрясений. Ко мне приходил французский профессор, когда прочел это, он удивлялся. Он удивлялся, как может мусульманин верить в такое. Хотя на самом деле они верят в это. Я вам приведу имя, войдите в интернет и поищите сами. Его зовут Ибн Хамид, он из числа шейхов-салафитов. Его зовут Ибн Хамид. Он автор около 120 книг. Они распространены по всему миру, даже в Марокко и даже в Алжире. Этот Ибн Хамид, во-первых, издал фетву о запрете чего? О запрете электричества. Электричество харам. Почему? Потому что ее не было во времена посланника, салляллаху алейхи вассалам. Я приведу вам чудо из чудес. Саудовские власти арестовали его, а когда он вышел из тюрьмы, что же он объявил прессе? Он сказал: «Они меня наказали». Власти же опровергали это. Что же он ответил? Он сказал: «Клянусь Аллахом, они наказали меня. Они поместили меня в камеру, в которой было электричество. Наличие электричества — наказание». Как так? Наличие электричества — наказание? А когда его повторно арестовали, его посадили в камеру без электричества и таким образом оказали ему уважение. Он считал, что электричество харам. Он более того считал, что езда на современных авто является харамом. Современные машины все харам. Электричество харам. Далее, в такой стране, как Саудовская Аравия, он говорит о запрете газа. Газ харам. Следует готовить на дровах. Это такие люди с такими идеями. Электричество харам, газ харам, современное авто харам. У него также есть книга, в которой он говорит о запрете учебы в школе, в школах, в университетах.
Люди, которые распространяют такие идеи, как можно продавать их книги в магазинах, почему не запрещают? Я выношу фетву и беру на себя ответственность. Если меня спросят, то я отвечу следующим образом. Я выношу фетву о запрете этих книг и говорю, что они опаснее, чем наркотики. Клянусь Аллахом. Если правительства арабских стран мира, когда объявляют войну против наркотиков, то эти книги опаснее, чем эти наркотики. Будьте против этих идей, потому что эти идеи такфира. Это и привело к убийству мусульман повсюду, но салафиты отрицают, что они такфиристы. Поэтому я очень быстро прочту вам один отрывок. Я благодарю вас за внимание. Читайте эту книгу «Дават Салафия». Это салафитская книга. Она продается, но если ты захочешь ее иметь, то они отправят ее тебе домой. Книга называется автора Ибн Сахмана. Кто такой Ибн Сахман? Он террорист. Он зарезал 2000 мусульман. Это Ибн Сахман. А ты, уважаемый мусульманин, возьмешь книгу в магазине с таким хорошим названием. Давайте прочтем, что там написано. Ибн Сахмана спросили о жителях на Аравийском полуострове. Мусульмане они или кафиры? Послушайте ответ. Ответ. Мы не знаем, кто что исповедует на Аравийском полуострове, хотя очевидно, что большинство их не являются мусульманами. То есть большинство жителей Аравийского полуострова не в исламе. Второй вопрос. Вы прочтите, что он говорит. Его спросили о каждом мусульманине в 54 странах мира, которые не присягнули правителю Саудовской Аравии. Что же он отвечает? Ответ. Что касается тех, кто не находится во владениях имама мусульман, то мы не знаем о всех их положениях и что они исповедуют, но большинство из них в основном не мусульмане, как мы об этом говорили ранее. Этот такфирит 55 стран. Рашид Рида издал эту книгу и выкинул эту фразу, потому что он опроверг ее, не захотев ее вхождения в книгу. Что сделали салафиты и хашафиты? Они повторно напечатали ее и предостерегли от издания Рашида Рида, говоря, что это искаженное издание и нельзя опираться на нее, потому что он исключил эту фразу. Представьте, Рашид Рида исключил эту фразу, а они добавили и говорят, как он смог удалить эту фразу. Все 55 стран кафиры, а потом говорят, что они не такфирят мусульман. Посмотрите, что они говорят про Абу Ханифу. Этот имам работал охранником одного здания в Саудовской Аравии, а потом по воле Аллаха стал крупным мухаддисом. Давайте прочтем. Итак, нашего шейха спросили об Абу Ханифа. Его спросила женщина по телефону, является ли он из Ахлю Сунна. И он ответил, нет, Абу Ханифа не из числа Ахлю Сунна. Ибн Факи называл великого имама Абу Ханифа ан-Ну'мана отцом мертвечины. Они называли имама Малика имамом Галик, то есть безнадежным, гиблым имамом. Так они смотрят на наших алимов. Потом приходят и такфирят суфиев. Далее, они обвинили суфиев в вялости. Они утверждают, что суфии вялые проповедники и лояльны колонизаторам. А факты опровергают их. Амир Абдул-Кадир Аль-Джазаири, который объявил 17 лет войны и воевал против французской колонии, был суфием. Имам Хаддад, шейх тариката Ар-Рахмания, был суфием. Он в возрасте 85 лет в мечети воскликнул, что бросит Францию в море, как он бросает свой посох. И на утреннюю молитву он за собой нашел 120 тысяч суфиев. Они объявили войну против Франции. Так был освобожден Алжир.
Когда имам Хаддад стоял перед французским правителем после того, как он был взят в плен, и правитель этот приговорил его к 5 годам тюрьмы, что сказал имам Хаддад? Они захотели 5 лет, а Аллах захотел 5 дней. То есть 5 дней. И через 5 дней ушел из жизни. Когда лежал в постели перед смертью, что он сказал своим последователям? Он сказал им: вы послушайте слова мужчин. Почему они ненавидят суфиев? Потому что они воспитывают людей, чтобы они были мужчинами. Он сказал им: если вы услышите свист пули в моей могиле, то знайте, что я воюю против Франции. Даже в могиле. Если вы услышите свист пули в моей могиле, то знайте, что я воюю против Франции. Имам Аль-Хаттаби и огромное количество воинов в Марокко, все они были суфиями. Женщины-суфии, подобно Лала Фатима Насумар, которая победила 10 генералов. Имам Ас-Сануси, который объявил войну против колонизаторов, против Муссолини и его приспешников, он также был суфием. Умар Аль-Мухтар суфи, накшбандийцы суфии. Имам Шамиль, который воевал 25 лет, был суфием. Куда бы ты ни поехал, в какой бы уголок земли, ты везде найдешь суфия, который воевал против колонизаторов. Но сегодня мы видим фетвы, которые говорят о необходимости подчинения правителю, даже неверному. У нас есть фетва подтвержденная, она в моей книге, они издали фетву о необходимости выступить против правителя мусульман, что нельзя повиноваться ему. А что касается правителя неверного, то они говорят о необходимости подчиниться ему. Почему? Когда Америка оккупировала Ирак и передала власть христианскому правителю, который управлял Ираком, которого звали Бример, хашавитский шейх вынес фетву, что следует подчиниться неверному правителю и нельзя выступать против него. Неверный правитель, и следует подчиниться ему. А что касается правителя-мусульманина, то следует выступать против него. Когда СССР оккупировал Афганистан, что они сказали? Сказали, что джихад – обязанность каждого. А когда Америка оккупировала Афганистан, что они сказали? Что джихад нельзя совершать. Нельзя! Если тебя оккупировала Россия, то джихад обязателен. А если тебя оккупировала Америка, то джихад харам. Далее, послушайте, может, я этим завершу свое выступление. Они обвинили суфиев в поклонении могилам. Они утверждают, что если мусульманин посетит могилу праведного вали, а это является сунной. Почему сунна? Потому что пророк, салляллаху алейхи вассалам, посещал кладбище Баки. А кто в Баки? Авлия Аллаха, конечно. Кто там похоронен? Авлия Аллаха. Если не они, авлия Аллаха, кто же тогда будет ими? Посланник Аллаха посещал Баки 2 раза в неделю. 2 раза в неделю посещал Баки по велению Аллаха. Если мусульманин следует за своим пророком и посещает могилы праведных людей, то он оживляет сунну. А именно сунну посещения могил праведников, следуя за посланником Аллаха, салляллаху алейхи вассалам. Но салафиты вынесли решение суфиям, что они совершают ширк. Они сказали: посещение могил – ширк. Трогать их – ширк. Целовать их – ширк. Сидеть возле них – ширк, ширк, ширк. Теперь посмотри, что говорит, когда дело касается могилы Ибн Таймия. Слушайте внимательно. Послушайте внимательно. Когда дело коснулось могилы посланника Аллаха, то они сказали, что путешествие с целью посещения могилы посланника Аллаха является нововведением. Касаться ее – бид'a. Тавассуль посредством нее – бид'a. Сидение возле нее – бид'a. Но когда дело коснулось могилы Ибн Таймия, послушайте, что говорят, что написали и что распространяют они. Книга называется автор Зухар Аш-Шавиш, ученик Аль-Бани и его последователь. Издательство Аль-Мактаба Аль-Исламия. Что они говорят про могилу Ибн Таймия? Послушайте, если вы посетите могилу праведника, то про тебя говорят мушрик.
А когда дело касается Ибн Таймия, послушайте, на странице 135 рассказ начинается отсюда. Али ибн Карим ибн Шейх Сирадж ад-Дин аль-Багдади рассказал мне удивительную вещь. Он сказал: я был молодым, и у меня была дочка, которая болела офтальмией, болезнь глаз. Мы твердо верили в Ибн Таймия, он же был другом моего отца, он приходил к нам и навещал моего отца. Поэтому я сказал про себя: я пойду и возьму землю из могилы Ибн Таймия и протру ею ее глаза, ибо ее болезнь все продолжалась. Поэтому я пришел к могиле Ибн Таймия и нашел там Аль-Багдади, который уже собрал немного земли в мешочке. Я спросил его: что ты делаешь? Он ответил: я взял это для болезни глаз, и я протираю ею своих детей. Я спросил: это помогает? Он ответил: да, и сказал, что он проверил это. У меня уверенность в том, что хотел сделать, увеличилась, и я взял эту землю и протер ею ее глаза, когда она спала, и она выздоровела. Когда дело коснулось нас, они сказали, что мы совершаем ширк, хотя достоверно известно от пророка, что земля Медины является исцелением. Посланник Аллаха лечил своих сподвижников землей Медины, он брал землю Медины и протирал, а тот выздоравливал. Почему? Потому что истинным целителем, по мнению ашаритов, кто является? Земля или Аллах? Исцеляющий — это Аллах. Поэтому лечись, используя любые причины. Бери любые причины, пока ты убежден, что Аллах исцеляет, то Аллах тебя и исцелит. Аллах говорит: не ты бросил горсть песка, когда бросал, а Аллах бросил. Когда дело коснулось могилы посланника Аллаха и Баки, они сказали, что мы мушрики. А когда дело коснулось могилы Ибн Таймия, они сказали, что земля из могилы Ибн Таймия лечит от болезни глаз. Поэтому пусть послушают врачи-окулисты, пусть не трудятся и возьмут землю из могилы Ибн Таймия. Уважаемые братья, они также обвиняют суфиев в индийском происхождении суфизма. Они утверждают, что тассауф имеет происхождение в Индии, и сами довольны тем, что принимают акиду у иудеев. Я в своей книге подтверждаю доказательствами, что салафитская акида — это акида иудеев, которая просочилась в исламскую акиду через священников, которые приняли ислам. Подобно Вахб ибн Мунаббах, Абдуллах ибн Салам, Нуф аль-Бакари, которые приняли ислам и передавали то, что они изучили из Торы, не как слова пророка, а как то, что изучили, читали в Торе. Потом пришли хашавитские передатчики и начали передавать, приписывая это словам посланника Аллаха. И так это проникло в акиду хашавитов. Я сейчас вам прочту две акиды иудеев, которые зафиксированы в их книгах. Они утверждают, что это из книг Ахлю Сунна. Книга автора Абу Я'ля аль-Фара. Про него говорит имам ат-Тамими аль-Хамбали, что он запачкал хамбалитов такой мочой, которую не смоют воды морей. Что же говорится на странице 73? Послушайте, что такое салафитская акида. Привел Катада от такого-то, такого-то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине, когда Аллах создал творение, откинулся назад, потом поднял одну из ног на другую. Представляете, Аллах откинулся назад и накинул ногу на ногу. Далее он говорит, что такое не следует совершить никому из его творений. Это та акида, о которой иудеи говорили во времена посланника Аллаха. Когда иудеи говорили, это было ниспослано слово Всевышнего. Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними за 6 дней. И нас ничуть не коснулась усталость. То есть нас не коснулась усталость. Это же иудейская акида, которая просочилась в акиду хашавитскую. А они сегодня распространяют ее как акиду салафитов.
Я прочту еще один момент из их акиды на странице 119. Нам передал такой-то от такого-то и так далее, а все это ложь. Что посланник Аллаха сказал: «Я видел своего Господа в образе юноши с бабочкой на лице, с 2 сандалиями на ногах». Что, мой Господь носит обувь? Как так? Послушайте хадис. Я видел своего Господа в образе юноши с бабочкой на лице, с 2 сандалиями на ногах. Аллах носит обувь. Далее послушайте, Аллах одевает одежду. Послушайте этот хадис. Передал Абу Бакр аль-Халла от такого-то. Все эти передатчики ложные. От такого-то, от Икрима, от Аббаса, что посланник Аллаха сказал. Он видел своего Господа вьющимися волосами. Кудрявый он. То есть имел кудри. Он видел своего Господа безбородым, кудрявым. То есть Аллах безбородый, у него нет бороды, в красном одеянии. Далее он забывает на следующей странице, пишет, что в зеленом одеянии. Он говорит, что посланник Аллаха сказал: «Я видел Аллаха в зеленом одеянии в образе юноши с короной». Аллах одевает корону. Далее он говорит, что Аллах создал ангелов из света своей груди. Так он описывает Аллаха, что у Аллаха есть грудь, что у него есть бедро, что у него есть указательный палец, что он сидит на арше, что он откидывается назад, что он ставит ногу на ногу, что он одевает обувь. Это и есть Господь хашавитов. А что касается мусульманина, то он верует так, как учит этому Коран. Скажи: Он Аллах единый, Аллах самодостаточный, не родился и не был рожден, и нет никого равного Ему. Мы верим так, как нас обучил Коран. Нет подобного Ему ничего, Он слышащий и видящий. Они утверждают, что суфии считают своих шейхов святыми, канонизируют их, а также их книги. Я прочту вам книгу «Шарх ас-Сунна» автора Барбахари. Этот Барбахари, клянусь Аллахом, является террористом, но с истечением времени напечатали его книги, говоря о том, что он из крупных ученых Ахлю Сунна. Например, представьте марокканского или алжирского террориста, после 600 лет приходит какой-то джамаат и печатает его книги, как книги выдающегося ученого. Это террорист. Я исследовал, и я говорю, что он террорист. Я прочту, что он говорит в книге «Шарху ас-Сунна». Послушайте внимательно. Тот, кто подтвердил то, что содержит эта книга, и уверовал в него, и взял на руководство, и не засомневался ни в одной букве из нее, и не засомневался даже в одной ее букве, и не отрицает даже одну букву, то он совершенный представитель сунны и джамаа, в котором сунна достигла совершенства. А тот, кто отрицает хотя бы одну букву этой книги или засомневается хотя бы в одной ее букве или в ней, то он хозяин страстей. Или сомневается в одной букве, посмотри это. Эта книга искажена, потому что оригинал у меня имеется. Он говорит, что тот подобен тому, кто засомневался в букве Корана. Он утверждает, что тот, кто сомневается в этой книге, подобен тому, кто сомневается в Коране. Уважаемый, что может быть более чрезмерным? Эта книга перешагнула зеленую книгу. Зеленая книга — ничто по сравнению с ней. В этой книге говорится, тот, кто подтвердил то, что в этой книге, и уверовал в это, то есть уверовал во все и взял на руководство, и не засомневался даже в одной ее букве, и не отрицает даже одну букву,
что он совершенный представитель сунны и джамаа. واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه ولم يجحد حرفا واحدا فهو صاحب سنة. كتاب نقض السنة للدارمي. Книга Накд Сунна автора Ад-Дарими. Послушайте, что говорит о Господе миров. Он говорит, что Всевышний Аллах, послушайте внимательно, что Аллах утвердился, сидит на камаре. Это после того, как они сказали, что сидит на арше. Время арша ушло, пришло время камара. Посмотрите, что говорит. Давай ты тоже прочти, чтобы не говорили потом, что шейх придумал. Что написано? Если Аллах пожелает, то сядет на спине комара, и она будет нести его. Всевышний Аллах садится на комара. А в этой книге Аллах сидит на ките. Прочтите акиду иудеев. Я вам прочту. Передал нам Самхадж. Уважаемые братья, кто такой Самхадж? Нет же. Они утверждают, что Самхадж — это сподвижник из джиннов. Говорят, что он передал. Он сподвижник из джиннов. Ты не можешь проверить. Как ты скажешь, кто он такой? Как мне узнать, кто он такой? Нам передал Самхадж, и все. Он спросил: «О посланник Аллаха, где был наш Господь до сотворения небес и земли?» Он сказал: «На ките из света». Аллах сидит на ките. Аллах сидит на комаре. Это книги, которые распространяются среди молодежи. Если хотите, я приведу 1000 источников, все они построены на бид'а. Они канонизируют, считают святым то, что нельзя считать таковым. Они считают заблудшим, нововведением, неверием то, что следует считать святым. باسمكم جميعا نقدم الشكر الجزيل. Если позволите еще одну минуту, я так мечтал посетить Марокко, и моя мечта исполнилась. Дайте мне еще одну минуту. Марокканская минута... Марокканская минута не алжирская. Я спросил одного марокканца, когда кто-то просит подождать минуту, сколько надо ждать? Он сказал час. Я сказал: у нас 2 часа. Итак, они обвинили суфиев в чрезмерной любви к семейству посланника Аллаха. Как же прекрасна эта чрезмерная любовь! Что же они сделали? Передо мной книга. Что же они утверждают? Они говорят о возможности прелюбодеяния с женами посланника Аллаха. Клянусь Аллахом, вот она, эта книга. Автор Насиб ар-Рифаи. Он упоминает свой диспут между ним и своим шейхом. Я имя шейха не буду называть. Тот, кто хочет прочесть книгу, вот эта дискуссия, он говорит ему, приводя доказательства согласно его мнению. Возможность прелюбодеяния с женами посланника Аллаха. Разве эта тема может быть обсуждена вообще? Разве можно такое говорить? Какую пользу получает мусульманин в наши дни, обсуждая такую тему? Мог ли Умар воровать или нет? Мог ли Халид ибн Валид предать? Что они сделали? Они ушли к своему Господу. Аллах был доволен ими, и Коран был ниспослан, показывая довольство ими. Приходят салафиты и открывают диспут. Могли ли жены посланника Аллаха совершить прелюбодеяние? Потом еще отвечают. Вот он спрашивает его: что ты скажешь про Абу Бакра Сиддика? Он мог совершить прелюбодеяние? Он отвечает: да, и его дочь также. Когда мы объявляем войну против таких хашавитов и предостерегаем мусульман от них, предостерегаем народы,
Прошу вас, берегите своих детей, берегите свое единство убеждений, единство мазхабов, нравственное единство. Сохраните гармонию между правителями и подданными. Берегите все эти истины. Когда мы говорим это, мы понимаем опасность этих идей для исламских народов. Я повторяю слова благодарности за вашу приветливость и великодушие. Я не считаю, что я во второй стране. Я наоборот говорю, что это моя первая родина. Где бы ты ни услышал слово «Ля иляха илля-Аллах», знай, что ты в своей первой родине.